Только на этой неделе после обильных дождей реки в Коми начали возвращаться к своим полноводным параметрам. Но в конце августа все было иначе. Главная судоходная артерия с севера, Печора, обмелела до опасного уровня. Нашим соседям в Ненецком автономном округе пришлось ввести режим ЧС. А в Коми из-за трудностей речных перевозок запустили дополнительные авиарейсы. Дарья Вологжанина о причинах проблемы, которая сейчас уже не кажется такой мелкой. Главная водная артерия Республики Коми. Сотни судов и барж с грузами проходят по ней за навигацию. Это была река Печора 70-х годов прошлого столетия. Широкая и глубокая. Речной порт Печоры союзного значения. Отсюда в новые нефтяные районы отправляли оборудование, машины и стройматериалы. В то время по реке ходили десятки пассажирских и грузовых судов и барж. За 50 лет все изменилось. Судов по реке теперь ходит и меньше. Причина – обмеление главной водной артерии севера. Этим летом река обмелела до критических отметок. Уровень снижался ниже полуметра. Нашим соседям, Ненецкому автономному округу, пришлось даже ввести режим чрезвычайной ситуации. Часть жителей соседнего региона, которые возвращались из отпусков в Нарьян-Мар, не могли выехать из Коми. Река стала непроходимой даже для барж, которые перевозят пассажиров. Возвращать жителей округа домой пришлось по строящейся дороге Нарьян-Мар-Усинск с сопровождением ГИБДД и спасателей. Из Сыктывкара запускали вывозные чартеры. И совершенно понятно, что люди, которые оказались на берегу, ожидая своего парома, они совершенно ни в чем не виноваты. Все, конечно, хотели вернуться на автомобилях домой. Поэтому приняли решение, провели переговоры с подрядчиком, который строит дорогу Нарьян-Мар-Усинск, и он откликнулся. Основная задача была сделать подходы к одному из искусственных сооружений, которые строятся. Дорога не готова, к сожалению, к тому, чтобы безопасно пропустить автомобили. Поэтому подрядчик отсыпал 11 тысяч кубометров песка на подходах к искусственному сооружению. Укрепил его. И только после этого мы приняли решение пропускать машины. До критической точки обмеления дошло в районе местечка Кабель Усть-Цилимского района. Там как раз находится переправа через Печору. В начале августа паром в этом месте стоял на переколе. Перевозчику пришлось использовать другое судно с меньшей осадкой. Следовать строго судовому ходу. Небольшое отклонение вправо или влево – мель. Из-за обмеления пришлось менять транспортную схему в труднодоступных населенных пунктах. В Усинском районе в связи с отменой муниципальных речных перевозок организовали вертолетные сообщения. По маршруту Сыктывкар-Усть-Цильма был запущен дополнительный авиарейс. А в Уктыле поменяли катер на судно с меньшей осадкой. У региональной компании изначально были закуплены суда с небольшой осадкой, это 40 сантиметров. И фактически это и спасает в текущей ситуации. То есть заранее спланировали, заранее купили, заранее получили соответствующий эффект. Потому что суда осуществляли перевозки по всем направлениям, за исключением Печора в Уктыл, и то там наполовину маршрут потом стал выполняться по той причине, что там ограничение посадки было 35 сантиметров. Ну, 35 сантиметров – это, наверное, 2 ладони руки. То есть, ну, вот, даже в таких условиях перевозки фактически выполнялись. А это уже город Печора. Валерий Владимирович работает перевозчиком уже много лет. На его памяти такое сильное обмеление реки было аж в далеком 86-м. Теперь перевозка пассажиров осуществляется в 3 этапа. Переезд до острова, путь пешком по острову до следующей лодки и опять путешествие по воде. Неудобно, что здесь мелко было и там мелко. Неудобно вообще подходить. Моторы то гробим тоже. Ага. Очень мелко. Но сейчас немножко вода поднялась. Чуть-чуть уже полегче стало. Насколько приблизительно поднялась? Ну, где-то на сантиметров 20 поднялась. Печора – вторая по водности река в европейской части страны, уступает только Волге. Она – единственный транспортный путь, по которому завозят товары, в том числе в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Основной грузо- и пассажиропоток приходится как раз на лето.
Если 10 лет назад мы стартовали без перехода, то есть садились на лодки там и доезжали до сюда, то сейчас это переход. Какой переход? По острову. Мы по острову. Не очень удобно. Как-то было, то еще мельче было. Наверное, дождик немножко покапал, да, прибавилось. А так очень, очень мелко. Это вообще, это значит, не очень что-то плохо делаем. Ну, надо углублять, конечно, дно, углубительные работы делать. Надо вывозить все это, что выкопают с фарватера. Иначе замоет опять все. Глубина реки в жаркие месяцы падает местами до полуметра при ширине более 1 километра. Особое внимание Печороводпуть уделяет участку Печора-Усть-Уса. Он самый грузонапряженный. Здесь необходимо обеспечить одинаковую проходную осадку от Печоры до Нарьян-Мара. Где можно осуществить гарантированные глубины перестановкой навигационных знаков, там их переставляют. На остальных участках проводят дноуглубительные работы. Проводились дноуглубительные работы. В основном сосредоточено было все на участке Печора-Усть-Уса. Значит, у нас работало 3 земснаряда, 2 землесоса и 1, значит, многочерпаковый земснаряд. Они вышли, значит, в начале июня, все 3 земснаряда, и работали, работали в подготовительный период, когда уровни воды позволяли работать, и в подготовительный период осуществляли разработку перекатов с целью того, чтобы в межный период при спаде уровня воды эти перекаты как можно дольше простояли, то есть сохранили глубину. Масштабные дноуглубительные работы проводились на Печоре больше 30 лет назад. Сегодня земснаряды работают в основном на переправах и лишь на отдельных участках реки. Критически низкий уровень воды – это проблема не только Печоры. Жаркое лето высушило многие реки республики. Обмеление рек – это комплексная проблема, есть тому естественные причины. Это как и водный режим, да, в результате которого сначала проходит обмеление с последующим прибавлением уровня воды. Это и климатические особенности, это жаркая погода, это испарение воды, в принципе, что мы наблюдали в этом году. В рамках полномочий Минприроды мы осуществляем меры по предотвращению негативного воздействия водных объектов путем расчистки и в том числе на углубление русел рек. Обмелела и Вычегда. Если весной добраться из Алешина в Ситкыркащ еще можно было, то летом грузовому парому «Парма» пришлось сделать большой крюк. Если идти напрямую, то велика вероятность сесть на мель. По оба берега реки здесь нужны серьезные дноуглубительные работы. Экономя время и нервы, жители Заречного поселка выбирают короткий путь – нелегальных перевозчиков. На другой берег реки на резиновых лодках, только они способны перейти по такой глубине, перевозят за 100 рублей. Тем не менее, небольшие работы по углублению дна здесь проводятся ежегодно. В 2022 году на эти цели потратили 5 миллионов, а в следующем планируют на 20% больше.